Tula. Lokse. 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 Давай, lokse. 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 Все. Tula. Lokse. Lokse. Lokse муна. Lokse муна. Боится. Это с утра, наверное, кто-то на каракате проехал. Спустился после нас. Мы на избу поднялись, а после нас уже кто-то на каракате спустился. Среди караката. Сейчас первоначально проверим, рыба ушла или нет. Так. Пока никого не вижу. Вообще рыбы нету. Я никого не увидел. Уйди, Тулан. Да. Смотри, рыба куда-то отошла, ушла. Не, когда они есть, то есть. Не понял. Сейчас там еще проверю. А вот здесь они есть. Вот тут они есть. Это уже на верхних слоях воды. На дне вообще. Тоже есть поклевка. Очень вялая такая. Есть. Ну вот, наконец-то я поймал, ребят, одну рыбу. Не крупную, но все равно рыба. Так. На живца самое то. Я к этому и шел, чтобы поймать живца.
Так, сейчас разберемся. Очень маленький. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как ты зацепился такой малюк. Малек. Поймал ерша. Не успел включить камеру. Немножко прикормил я тут их. Ну, что-то особо ничего пока не изменилось. Ой, тулан лежит. Нагулялся, набегался. Хватит ему даже, видать. Хватило. Поклевка. Ой, иди, тулан. Не до тебя. Золотая поклевка у меня. Долгожданная, блядь. Часами надо ждать поклевки. Есть. Опа. Ой, плотвичка. Уйди. Здесь, короче, сейчас я посмотрел. Рыба опять пришла. Очень много их. И он уйди, там тулан. Наконец-то поймал хоть одного. А оттуда куда-то ушли. Короче, перемещается рыба. Туда-сюда. Вон. Туда-сюда ходит. Здесь только один ерш на дне сейчас последний раз видел. Даже прикормил. Толку от этого нету никакого. Сейчас пойду на то место. Там плавает. Там уже 3 рыбы нарубят. А, здесь поклевочка вон нарисовалась. Опа. Опа, 4-й. Все, уйди, тулан, уйди. Сразу поменяю опарыш. Есть. Есть. Не очень крупный. Уйди. Но пока возьму и там тоже поклевка. Уйди, мунтатыщ. Блять, запутаешь все. Там тоже поклевка была. Энлоктаче. Как отрезало, ребят. Все, клев прекратился уже полчаса. Вообще тишина. Ни одной поклевки нету, ничего нету. У меня где-то получилось 4 ельца и 1 ерш. Эти не ельцы, а эти, как сказать, плотва. 4 плотвы и 1 ерш, если не ошибаюсь. Да, примерно так и есть. Короче, с этой плотвой я закину жерлицы на озеро. А ерша возьму с собой и на речку, куда-нибудь донку закину тоже. Одним словом, буду рыбалку заканчивать. Полдня уже все прошло. Сейчас скоро уже начнет темнеть. Солнце уже спряталось. Прояснялось, потом снова вон как тучи надвигаются. Полдня пустую у меня ушло. Ну, хоть это поймали, и то ладно. Может, щука попадет на жерлицу. Жерлицу обязательно закину. Сейчас, наверное, соберусь и поедем. Сюда жерлицы ставить не стану, потому что здесь рыбы мелкой очень много. До хрена этой мелочи. И если есть щука, он жирует тут вообще. Не до жерлицы ему в рот лезут такие плотвы мелкие. Весь день куда-то ходил. Опять куда-то ходил. Разведчик мой. Куда разведчик ходил ты? Куда? Куда разведка сходила? Хитрый. Хитрюга. Ладно, пойдем. Жерлицы закинем и пойдем на избу. Попьем горячего чайку. Кашу доедим. Тебя накормлю.
И дальше будем что-то думать. На речку еще сходим, может. А тут на сегодня хватит, что поймали все наше. Да? Вон у него лапы все эти черные, как сказать, когти. Вот. Это говорит о том, что он в основном на зверя, так, с такими когтями. Зверевая собака, волчара. Вон. Уйди. 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 Он нагляет. Вон. Давай. Посадил кулана. Ужас, как боится бурана вообще. Вон там лыжи стоят. Сейчас попробую. Пока, успокойтесь. Успокойтесь. Темпо. Поедем. Пока. Пока успокойтесь. Успокойтесь. Пока. Молодец. Молодец. Полы. Так постепенно будем привыкать. Первый раз прокатился на буране. Именно вот здесь, на сиденье. Да. Быстро, наверное, ему понравится, потому что здесь тепло, комфортно. Лучше, чем на этом, на прицепе. И так, когда без прицепа, что взять его и вместе ездить. Ну, не по неровностям, конечно, он может выпрыгнуть, а хотя бы вот по дорогам, по болотам, да, пусть привыкает. Намон, тетишь ты, а? Тетишь ты, нам. Будем надеяться, что научится. Ничего не боится, УАЗика не боится. Лодочного мотора не боится, а бурана, как, я не знаю, как огня. Надо очень, как сказать, приучать. Но взрослую собаку тяжело чему-либо приучать. А, Тулан? Тепло тут? А мы тетишь ты? Вон. Тетишь? Вон. Прыгай. Давай, десант. Мы приехали. Сейчас жерлицы закинем здесь. И поедем на избу. Давай, пошли. Ма, тетишь ты? Опа, кто-то на буране вон поехал тоже. Вот так выглядит. Чуть в сторону отъедешь, все. Вон, смотри, до фары почти тонет буран. Ну, здесь не мешаемся. Сейчас ставлю тут. Так. Ага. Ледобур и еще донки надо. Вот они. Так, тут у меня крючки запасные. Темная ночь, только пули по степи. В водах. Ну вот. Все. О, вообще здесь жесть, сколько снега. Ну, далеко уходить не стану. Наверное, в ту сторону право сегодня закину. Прошлый раз с левой стороны я закидывал. Сейчас направо пойду шахматным порядком. Ну вот и все.
Жерлицы закинул. 5 штук получилось. 5 плотвы. Вот так. Сейчас обратно пойду. Тулан куда-то... Вот здесь следы заканчиваются. Видать, он куда-то в лес потом убежал. Не по озеру. Дальше пошел. Здесь озеро также кончается где-то вот на повороте. Там избушка еще есть. Но он летом когда-то показывал. Летом показывал, а зимой туда не ходил. Ну там заброшенная изба. Как бы... Как сенокосом перестали заниматься, сюда уже никто не ездит. Вот по своему следу и пойду. Завтра проверим. И сразу же, наверное, сниму. Здесь оставлять на второй день не буду. Если, конечно, навалом живец есть, можно там почаще проверять, ходить, оставлять на пару ночей. Живец. Проблема как-то получилась у меня. Вот так. Зигзагом так раскидал. 2 получилось. Вот это на мелководье. Это на глубине. Следующее тоже на мелководье. Как-то 2 штуки на мелководье. Ну, подо льдом буквально метр воды, наверное. Ну, посмотрим. Какая-то живая душа есть или нет. Покажет. Так, ну, пока все. Пока будем отдыхать. Пообедаем. Туда-сюда. Так, ледобор у нас тут пускай будет. Здесь надо... Старые живцы у меня. Надо разморозить. Вон они. Ерши. Мальчишики-бальчиши. Так, это надо занести. Это все дело надо ставить. Тоже. Господин Бред. Так. Еще в ящике, наверное, что-то у меня. Какой-то живец был. Так. С прошлой рыбалки тут еще живцы. Что, инвалид? Так. А вот черпак я самодельный потерял.
Где-то я его оставил, не знаю, не помню где. 100% где-то оставил. Так, пока все, отдыхаем. Так. О, в избушка-то как тепло. Хорошо тут. Вообще кайф. О, дровышки-то вообще сгорели. Даже и не осталось. Ну, считай, полдня ходили мы. Не знаю, сколько времени, но практически не осталось дрова. Сейчас я еще сырые туда закину. Это под дождем дровишки были, вообще отсырели. Сейчас. Нижние были не загорятся там. Сейчас я тебя тоже накормлю. Пацанчика. Все. Загорается нормально. Целая миска для него. Сейчас тоже накормлю его. Да, шли. Остатки сладкие сейчас. Подогрею. И организуем. Яйцо у нас есть. И на скорую руку можно бич-пакет еще заварить. Такой быстренький супчик сделать. Именно супчик. Отдохнем нормально. Сейчас подожду, пока чай теплым станет. Там все остыло, там чайник. Термос, вот. Остатки воды. Хорошо, но недостаточно. Фу, пить хочется. Пока светло, ребят, решил дровишки заготовить. Именно сухие вот эти. Это для того, чтобы печка, если, скажем, погаснет, сухими дровами растопить по-новому. Ну, тут вон такой мощный сучок. Ничего, огонь не разберется с ним. А вот здесь это все сырые. Я прошлый раз, в прошлом походе я пилил, там бревно лежало под снегом. И они, оказывается, вообще сырые. Да? Его накормил, он сытый. Половина миска осталась еще. Варить сегодня больше не буду для него. Ну и за водой еще, пока не стемнело. Уже 3-й час. 20 минут 3-го вроде как сейчас. Уже 4 часа начнет темнеть. Между прочим, к бурану-то, в принципе, думаю, за эту зиму я смогу его немножко хоть приучить. Потому что сейчас, ну, чуть-чуть боится, но если сядет, то он не стремится выскочить там, выпрыгнуть с бурана. Он сидит, ровно сидит по барабану, просто отлежит и все. Как бы от бурана тепло, мягко там сидеть. Думаю, он поймет.
Да? Сам по себе Тулан очень умный собака. Но у меня терпения нету, чтобы приучать чему-то. Подай, принеси. Это, ну, ни одной собаки у меня такого не было, чтобы, скажем, занимался я плотно этой собакой. Я вот просто вот охочусь с ними, хожу. Бывают послушные собаки, бывают понимающие, бывают глупые, тупые, всяко разные попадались собаки. А Тулан сам по себе умный. Умный, но чуть-чуть хитрый. Хитрый, бывает очень хитрый. На слух глуховатый. Скажем, Айда у меня очень чуткая была. Мышь пробежит, она услышит. Хоть у нее глаза закрыты. Как будто она спит, но мышь пробежит, услышит. А если он спит, хоть слон пробежит, хоть два слона, он не услышит. Он пофигист какой-то. Вот поэтому я и многим как бы уже 100 раз говорил, что собаки бывают разные. Кто-то с полслова понимает, кто-то хоть еще учи бесполезно. Так, это вообще пенек какой-то. Ой, про тебя я говорю, ну. Так, ну, в принципе, хватит. Это сухие дрова нам хватит. И сырые вполне достаточные. Если что, можно еще дополнительно заготовить. Ну, посмотрим, какая погода будет. Если холодная погода будет, больше дров уйдет. А если такая, терпимо. Вот. Сейчас еще сбегаю за водой, ведро воды, чтобы до завтра нам хватило. Все равно вечером еще ужин варить. Вода пригодится. Вот такой гром, шум такой домовые не любят. Это надо в избе себя тихо вести. Ну, так. Вот. Видели? С одной работой справились. Нагрел каши. Чайник пока не закипел. Не знаю, что-то дровишки вот эти две сырые закинули. Неохотно что-то горит. Ну, в принципе, начинает там разгорается. Вот такая. Сходил за водой. Там с утра уже где-то сантиметр, наверное, ну, где-то миллиметров 8 льдинка такая получилась. А я эти жерлицы закинул и ничем не закрыл, ничего не знаю, как завтра я вытаскивать все это дело буду. Посмотрим. С топором как-то круговую буду рубить. Вытащим. Вот так. Время быстро летит. Только вроде, ну, как сказать, в принципе, так и должно быть. Немало ходили. И поэтому время быстро ушло. Все время мы заняты были в поиске.
Ну, конечно, тут каша одна мясо. Ну, прям мясо на мясе. Вкусно. Что-то хотел еще сказать. Забыл. Из головы вылетело. Две вещи я забыл привезти. Один это сахарный песок. Думаю, в амбаре что-то есть. И еще хотел, как же этот, умывальник. Надо что-то полку приделать и умывальник поставить. Это обязательно. Руку помыть негде. Короче, я обедаю. Но выключусь немножко. Сейчас закипит чайник. Пошло дело. Надеюсь, слышно. Раскочегарилась.